Изенер прайзна писпазух узырачапс аннан андар хакастыльның уроктарын сынықты бізірбіз и деге тоғыстарына. Амох, мох. Так, көрінше бі. Көрінше. Так, Оксана, следно по... Давайте мы все равно, это у вас оно, ну, в общем, вы выполнили задание как раз по теме часов. Давайте почитаем, посмотрим. Оксана. Апсам ниже сейчас. Угу. Так. Тогда, смотрите, апсам не сейчас. Ну, как бы, да, обращение верное. Ну, правильно, апсам не сейчас. И псижегом не сейчас, да, женушка там сколько времени. Ну, давайте, она надарче. 4 час хапарща. Ну, ты сейчас. Так. Там где-то у вас не прослушивается звук. Звука нету. Где-то появляется, где-то отключается. Вы слышите, нет? Я не слышу. Так, он минуты сейчас хапаша. Ну-ка дальше попробуйте прочитать. Хазжаром не сейчас. Хазжаром не сейчас. Щух-тапир. Вот, теперь слышу. Хазжаром не сейчас. Щух-тапир. Так, все, хорошо. Чарым час юске парщи. Утыс минута юс час хапарща. Можно ли так сказать? Вот с минуту сейчас хапарща, ну, можно сказать, но лучше сказать чарым час хапарща. Улагым. Чарым час хапарща. И вопросительный знак я убираю. Так. Улагым ниже час ам. Из минута он час щугл. Можно ли так сказать? Ага, вот. Теперь помните там письминута щох, обязательно форма, он час. Вот. Щогл, ну, некорректно. Нельзя. Да. Ну, это внизу пример. Так, письминута щох, он час. Вот так будет точно. Да, вот, да, вот так. Вот. Так, Анандар, дальше. Тенах кюнернде пис пизёлин харндастарзар парарбыс. Шахсы, харндастарзар парарбыс. Ну, все нормально, про шахсы, да. Ну, давайте, Евгений, ваш пример. Мин чиберге минута 4 часто турхабын. Я в 7:20 стал. Элик пагат он пыр сахатха парша. Чарым час тогысха парша. Евгений, смотрите, но 50 минут, так, 50 минут 12-го, вот смотрите, или пагат он пыр сахатха парша. Тут получается 50 минут 11-го, да? Да, ошибся. 50 минут 11-го. Да? Или пагат он пыр сахатха парша. Но смотрите, лучше все равно сказать без 10:11. Вот так, подождите. Без 10:11, чем 50 минут 11-го. Как бы не возбраняется 50 минут 11-го, да? Ну вот, лучше без 10:11. И в хакасском языке то же самое. Допустим. Он пагачох. Да, он пагачох. Давайте возьмем. Он пагачох. Он пыр сахат. Да. Если вы знаете, вот я сейчас в реальности, если вы подойдете к кому-нибудь из хорошо знающих хакасов, да, он, конечно, на вас посмотрит и скажет, да, этот хакас какой-то такой, это. Как иностранец. Сильно пытается внедрить арабизмы, допустим, да, в хакасский язык. Вот, примерно такое впечатление будет. Арабизм это
Это пагат, сагат это арабизм. То есть это оттуда. Это арабские слова. Нет, это не тюркские слова, это арабские. Ну, и как я понимаю, сагат, пагат. Ну, давайте дальше. Может, я ошибаюсь, может, это персидские. Ну, в общем, оттуда. Чарым час тогыз хапарша. Тут, да, полдевятого, хорошо. Отыз пагат чох, он и сагат. Так, вот, ты спагат. Хотя у вас тут без 35. Без 35 как будет тогда? Отыз пис Да. пагат чох. Вот спис пагачок у Ника Сагат, да. Ну, пусть будет, да. Пис Üzülün Килигапс. Без üzülün. Мы втроем пришли. Честь акцент. Ну, в принципе, нормально. Только, ну, поняли, да, вот это вот без 10, 12, вот эти вот, они как в русском языке у нас идут. У нас по часам просто идет карта с русского языка на самом деле. Потому что вот понятие по часам мы даже не помним вот таких ориентиров. Это пришло с европейской культурой, конечно. Так, ну дальше Наталья. Я тоже использую пагат и сагат, потому что у нас в коллективе используют эти слова все. Ну, пусть будет, да. Пусть будет. И поэтому лучше мне их проверить. Конечно, ну, давайте. Киже пис üzülün, он пис пагат щох, эки сагат 4 тоган габыс. Ага. И Вчера так, сейчас подождите, маңзыра бағар не припитесь. Киже пис üzülüm, он бис пагачок икы сагат ха. Вот это вот ха, сагат ха, сейчас ха, да, обязательно надо употребить эти. Вот, обязательно. Сагат ха. Помните, говорили, прге, ите, үсте, кюртке. И в данном случае вместо икы склоняется сагат. Икы уже не склоняется, а сагат склоняется. Понятно, да? Киже пис üzülüm, он бис пагачок икы сагат ха. Шитара тоғым габыс. Атха 4 тоган габыс. Я пилдестек. Шибрга пагат он гапарща. Вот, теперь мы здесь правильно потребили. Он гапарща. Вот здесь уже цифра, да. Так. Читты сагат хапарща. Щиты, да. Ну, тут я поправлю так. Щиты, сагат, хапарща, урте. Имжелер таңды шармшас он прыге шилызаргар. Ой. Смотрите, теперь да. Имжелер таңды шарым сейчас он бірге, но в хакамском языке тогда глагол парщаться, это глагол обстоятельства времени. Парщаться, когда пойдет полчаса 11. Ой, 30 минут 11, да, или пол. Короче, парщаться, когда идет время. Это вспомогательный глагол, обязательно нужен при этой форме. Он бірге парщаться. Вот здесь уже. Шилызарлар. Два соберутся. Шилызарлар встречаются или встретятся. Ну, имеется в виду будут. Да. Будут встречать. Ну, будущее. Это тоже корректная форма употребления. Врачи завтра по 11 встречаются. Да, это все равно будущее. Так, ну, в принципе, шахсы. Так, еще раз. Киже пис üzülüm. Давайте еще раз прочитайте сами, хорошо, просто проверим. Киже пис üzülün, он пис пагат щох, эки сагат ха 4 тоган габыс. Ага, сейчас. Шибрга пагат он гапарща. Онга парща. Шити сагат хапарща. Имжелер таңды шарымшас он пырге парщатсы шилызарлар. Шилызарлар. Вот, шилызарлар. Шахсы. Так, ну давайте мы все-таки пройдем ту тему, которую я вот в прошлый раз отпустил. Записать. Для того, чтобы иметь в наличии, в общем, среди записей. Повторим, для вас это может быть еще раз есть повод вспомнить то, что мы говорили в прошлый раз. Ну, давайте. Вот эти модификаторы, они играют вспомогательную роль при
определение каких-либо действий. Ну, давайте посмотрим конкретно, как это выглядит. Допустим, вы знаете глагол кильче. Кильче идет в настоящем времени, да. Но если применить модификаторов вот этих формул, допустим, килип, одер, есть ип, ип, аффиксы, есть и уп. Вот эти вот модификаторы чаще всего употребляются вот с такими типами. Ну, тоже они вот очень часто встречаются. Килип, одер, ну вот он идет. Не просто кильче. Кильче это факт того, что он идет, а не ползет, допустим, да, или не летит. Кильче. А вот килиподер характеризует уже процесс, не просто то, что идет, а как он еще идет. Да? То есть процесс вот этого какого-то явления, движения. Килиподер, ну вот он идет наконец-то. Да, смотрите, там идет килиподер. Или другой вариант, допустим, тоже параподер. Пахща, если сказать, да, у пахща тоже он идет, не летит, не ползет, не падает, допустим, да, а именно идет. А параподер, он идет и подчеркивается момент того, что вот как он, параподер иди ты, допустим, да, и какие-нибудь еще слова параподер. Это одно значение, и просто констатируется, ну, у параподер, ну вот он идет и уходит. Не просто да, а именно идет, уходит и как бы да. Пасчакан одер. Пишет. Пасча просто пишет. Пасчакан одер. Он пишет, оказывается. Вот это да. И в данном случае пасчаткан одер именно в пасча, вот, щатхан, пас и щатхан одер уже указывает на процесс, где-то вот этот пасчаткан одер не просто пишет, он оказывается пишет. Процесс сомнения есть. Вот этот одер придает еще такой стиль, такой высказывание. Пасчаткан одер. Я не знаю, допустим, там не видел, да, вот. Ну, оказывается, говорят, что он пишет. Вот. Есть такое понимание вот этого. Конечно, надо будет, чтобы понимать, в каком стиле употребляется, да, это уже из контекста идет данной формы, из контекста текста. Так, дальше. Это модификатор order. Тур. Следующий модификатор. Самостоятельное значение тур стоит. Да, ну стоит. А теперь сахтур. Сагн просто думай. Ну, сагн, да. Ну, думай, да. Не сиди, не стой опять. Опять вот в сравнении с другими типами там, движения, да, он сагн, думай. А сахтур, он не просто думает, он раздумывает о чем-то. И причем, я говорю, допустим, син ана сахтур, ты об этом пока думай, раздумывай, а я еще что-то буду делать. Сахтур. На что-то отвлекусь, и я употребляю. Если я скажу син сагн, я скажу, ты думай, а сахтур пока раздумывай, пока вот этим займись. Отртур, пока то же самое. Одр, если скажу одр, сиди и все, да, это мой приказ, сядь. Отртур, пока сиди. Отртур, я тоже чем-то займусь. Это тур в данном случае выступает модификатором, когда я хочу что-то сделать, а я прошу тебя, что пока вот посиди пока тут. Да. И другое значение сидит, рассиживается. Отртур, он там сидит, да, вальяжно, может быть, как-то очень значимо сидит, вот что-то такое. Он подчеркивается вот этого момент важности. Пастур, он пишет, пастур пока, письмо, ну, кибельс пастур, пока кибельс пастур, а потом еще пастурарзан, а потом рассказы будешь писать, ну, пока кибельс пастур, пока пиши стихи какой-то период времени. Пазптур, да, ол щох пасптур, он рассказ пишет, да, ну вот щох пасптур, подчеркивается важность этого момента, что он, да, пишет рассказ, да, ну такой умный, возможно, да, щох пасптур. Ол книгах ихтур, он читает книгу, то же самое подчеркивается момент важности того, что он занимается чтением. Если сказал бы книгах ихща, подчеркивается, да, он читает книгу и не кино смотрит. А книгах ихтур, и тем самым я тебе говорю, что да, у книгах ихтур не просто книгу читает, он еще как-то занимается этим, может быть, серьезно занимается. И он подчеркивается вот этот момент важности вот этого процесса. Тут
To the pal в данном случае вот ал модификатор. Если скажу просто тут, лови. To the pal поймай. Ну вот русский язык здесь близко подходит к пониманию вот этих различий. Да. Паспал. Поспеши. Пазбал спеши. Ибдигатоксты пазбал. Спеши домашнее задание. Хобрпал. Еще другое значение. Хобрпал. Вот хобрпал. Вот точно спеши. Паспал. Спеши. Хобрпал. Спеши. Сагнпал. Можно Ага. уточнить, вот эти словосочетания, они по времени, по местоимениям склоняются или они в одной форме всегда? Ну, допустим, да. Мин. Статья хубрп алам. Склоняется ал. Син статья хубрп аллар. Зн. То же самое. Просто склоняйте вот этот последний модификатор. И все. И во всех случаях так. Тудупал. Мин тудупал гам. Прошедшее время, допустим. Мин тудупал гам. Ол тудуп ал гам. Он поймал. Понятно, да? То есть во всех временах он употребляется нормально, и только изменяйте вот это. А вот это неизменная форма в данном случае. Вот. Понятно? Ответил на вопрос? Так, одрпал, усядьте. Вот, я, допустим, мы зашли в автобус, да, и вот говорю, вот, одрпал, а сам буду стоять. Да, ну, я вам говорю. Если я сказал бы одр, да, я бы вам приказывал, одр, сиди, да, и, там, вот. А одрпал, ну, присядь, сядь, да, тебе можно поехать там сидя, я постою. Одрпал. Вот именно в таком контексте, да, вот зашли в автобус, на взрослых говорите, допустим, или кто старше вас, говорите одрпаланар. Присядьте, пожалуйста, вы можете поехать там сидя, да. А если скажете одр или одернгар, тоже как бы, да, сядьте, вот, да, но какой-то такой уже более повелительный одернгар. Сядьте, да, там нету момента, пожалуйста. А одерпалнар это мягче. Одерпал. Садпал, сад продавай, садпал купи. Ну, сад, знаете, вот сад продай, а садпал почему-то надо вот, продать, купить надо. Ау, возьми. Вот этот процесс взаимодействия, в общем, обмена чего-то, да. Ау надо взять, то есть это купить надо, садпал, купи. Книга садпал, купи книгу, там, машина садпал, купи машину. Если сказать машина сад, это значит ты продай машину. А машина садпал, купи машину. Вот такие различия. Хостапал, срисуй. Хоста, рисуй. Хостапал, срисуй. Ойне, играй. Уйнепал, поиграй. Но если скажу, вот тен уйне, тасхар уйне, играй на улице. Пар тасхар уйне. Это значит, я говорю тебе и принуждаю, иди на улицу поиграй. А если говорят, ой, тасхар уйнепал, иди там поиграй, уйнепал. Ну, может быть, не совсем долгий период времени. Там поиграй. Так, сал-сал. Сал вообще самостоятельное значение ложи. Сал-сал, положи. Сал приказываю, а сал-сал положи. Отрсал, одр, сядь, отрсал, сядь. Ну, в общем, отрсал. И основательно нужно это сделать. Отрсал. Тут, может быть, даже, знаете, это, кто-то, ну, допустим, какое-то собрание, ну, в общем, скажем, некоторое количество людей, да, кто-то из них так сильно много говорит, и вы говорите ему, отрсал, сядь. То есть вот это приказной тон, он, в общем, он совсем уж принуждает. В классе, допустим, много ребятишек, да, ну, вот, наверное, с ребятишками всегда имеете общение. Отрсал, это значит, я принуждаю, в общем, сядь и сиди, и там не двигайся с места. Отрсал. Это четкое принуждение. Хасал – четкий приказ. Не просто хас капайда, а хасал – сделай, и это должно быть выполнено. Обязательно. Это асал в данном случае модификатор выступает в качестве того, что то, что вы говорите, оно должно быть выполнено обязательно. И цал, хасал, кюмсал, закопай. Обязательно это должен сделать. И цал, сделай. И просто делай.
Ицел сделай. Сагын, просто думай, сахцел, запомни. Итпир. Вот в данном случае, ну, те же самые глаголы, да, пир, итпир. Если ит сделай, делай, итпир сделай. И оттенок просьбы. Сделай, пожалуйста. Мага ибде готов итпир. Итпир мага ибде готов. Сделай мне, пожалуйста, домашнюю работу. Сахпир кибельс. Мага кибельс сахмир, мне придумай, пожалуйста, стихи. Сарн мага сахпир, песню мне придумай, пожалуйста. Сарнапир, то же самое. Спой мне, пожалуйста. Сарнапир. Хостапир, нарисуй, пожалуйста. Чумпир, пожалуйста, помой. Вот, да, чумпир. Иткер. Кер вообще смотри. И опять ит. Ит просто делай. Иткер попробуй сделать. Попробуй, ну, вот прямой перевод, сделай, посмотри. Да, делай, посмотри. Вот так вот. Смысл сделай и посмотри, как у тебя это получится. Ну, попробуй. То есть смысл переводится попробуй. Сахпер, думай, посмотри. Посмотри потом, что получится. Попробуй что-нибудь придумать. Сахпер. Сарнапкер. Спой и посмотри. Да. Попробуй спеть. Хостапкер. Попробуй нарисуй. Щуккер, ну попробуй пробеги. Харбыскер, попробуй поборись. Тхтапкер, попробуй наладь. Щуккер, попробуй проплыви, заплыви, да, допустим, да, ну, преодолей какую-то вот речную программу. Так, отхщат. Отхщат, щат в данном сложении лежи. Но тут, смотрите, вот тоже, да, как бы логически неувязка. Стой, сиди, получается, да. Вот. Одр, сиди, лежи, точнее говоря. Одр. Сядь, щат, лежи. Отр, щат. Ну, сиди, ну и как бы, да, такой вот. Ну и сиди. Вот. Я на тебя внимание обращать не буду. Отр, щат, анде. Отр, щат, анде. Ну и сиди там. Мне как бы разницы нет, что ты там будешь делать. Сах, щат, тоже вот такой вот. Ну и думай сам по себе, я с тобой уже как-то вот, не очень на тебя внимание буду обращать. И я от тебя дистанцируюсь. Сахчат, ну и думай. Сарнапчат. Вот вы поете, мне поете, где уже 10 песен спели. Ну и сарнапчат. Да и поет. Надоел уже мне. Ну, и сарнапчат, ну и пой. Я как бы не возбраняю, ну, в смысле, я не против того, что вы пели там. Ну и пой, раз, да. Пасчат то же самое. Пиши. Плесет, 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 плесет сал. Вот смотрите. Плесет сал, буквально, давайте сейчас пропишем, кстати, интересно тоже. Плесет сал, плесет, плесет, плесет сал. Сейчас. Вот так вот. Вот я хотел сказать. Плесет сал. Плесет сал вообще танцуй. Четкое принуждение. А если плесет салщет, ну и ладно, танцуй себе. А я домой пошел. Например, плесет салщет. Танцуй себе сколько хочется, да? Вот. Плесет салщет. Модификатор на модификаторе. Двойной модификатор. Вот. Дальше паркиль. Киль. Иди, киль обратно. Ко мне иди. Пар туда иди, киль в мою сторону иди. А в результате получается, что паркиль, сходи. Пар вообще иди. Магазин зир пар, иди в магазин. Магазин зир паркиль, сходи в магазин. Я, допустим, прошу ребенка магазин зир паркиль, ну сходи в магазин. Вот примерно в таком оттенке. Если я скажу магазин зир пар, это четко. Я его отправляю, допустим, да, я не прошу, а вот пар требую. Магазин зир паркиль, я как бы сходи в магазин, пожалуйста. Сарнапкиль. Ну, сарнапкиль, куда-то сходи, спой, ну, и вернись обратно, да, сходи. Сахкиль. Придумай. Сахкиль. Иди придумай, должен вернуться, да. С оттенком возвращения. Воз. С оттенком возвращения. Так, иди придумай с оттенком возвращения. Сахкиль. Отркиль. Иди посиди и вернись обратно.
Да, вот окей. Ну вот такие модификаторы. Одер, тур, ал, салпер, да. Конечно, это не все модификаторы. Это одни из основных. Там еще есть тахтапкиль. Так, тахтапкиль. Тахта наладь, тахтапкиль иди наладь и приди обратно. Тахтапкиль. Ну, наладь и вернись. Я жду тебя, допустим, нуждаюсь в том, чтобы ты это сделал. Тахтапкиль. Сделай, пожалуйста, и приди, и потом это должно в общем, я воспользоваться должен тем, что ты сделал. Ну, вот примерно так. Мы сегодня повторили еще раз вот эту тему модификатора. Ну и давайте домашнее задание запишем себе. На эти же примеры под видео они будут. Надеюсь, видео запишется теперь уже. И какие примеры вы сможете придумать? Ну, где-то 5 предложений, небольших фраз. Сурулар парда. Вопросы есть к этим фразам? Чого? Так, Евгений, сурулар. Так, ну ладно, сегодня у нас такой небольшой урок. Завтра пятница у нас. Завтра все нормально должно быть. Завтра мы будем дальше дочитывать слова из учебников для начинающих Тамары Герасимовой. Там где-то 450 слов, кажется. В общем, мы их все должны дочитать. В общем, пока такой на завтра будет у нас. Ну ладно, если тогда вопросов нет, сурулар еще пулзы, тогда до завтра. Можно спросить, а вот адептальным чохтюрга зачем, как правильно, ниме или ниме ущун или но? Вот. Так, не, давайте сейчас. Зачем, ну, допустим, да, контекст. Ну, допустим, зачем нам это? Нет. Не, зачем. Эти вот вопросительные местоимения мы пройдем, отдельная тема у нас будет. Ну, думаю, что сделаем, надо. Зачем, не, нуга, хажен, хайди. Их пройдем. Сейчас глагола мы чуть-чуть еще там одна форма осталась, ну, по важности употребления. Потом это. Неме, зачем? Неме син ана и чезом. Неме, зачем ты это делаешь? Вот, но с двумя о тоже как зачем? Но неме тоже зачем? Чему? Какому вот? Неме, зачем? Но неме, но что? К какому предмету? Ради чего ты это делаешь? Но неме. Неме, зачем? Но неме, зачем, ради чего? Да, к чему? А неме, когда одна е, это Неме, что-то будет что? просто? По неме. Это что? По неме или немедр, то же самое. Они... Немедр. Да, вот так. Немедр. То же самое. Немедр что? Неме что, немедр что это? Пу немедр. Пу неме. Они очень близкие по смыслу. То же самое. Кем кто? Кемдер тоже кто? Этот модификатор др, он немедр, да? Неме что, немедр, что это такое, типа? Вот еще уточняется вот этот штовость, или как это по-русски сказать, да, вот, немедр, кемдер. Кто он там такой, вот понятно, что какой-то живой, кемдер, кто из живых, типа, да. А если вообще кем, кто, там кто, может быть животное, может человек, а если кемдер, это же только человек, кто из людей. Уточняется, как вы понимаете, кто-то живой там,
может быть, человек какой-то, да, кем-то, кто там из знакомых, там, из соседей, да, кем-то. А если животным, нет, к животным кем-то не говорим, нимедер, тоже вот, если какой-то класс животных известен, да, ну, там, нимедер, что такое вот, примерно предполагается, что более как бы уточняется. Вот это, ну, я так понимаю, это аффикс дер. Ну, смысл он такой же, кем, не кем, кемдер. Большой разницы такой, ну, нет. Не ошибитесь, кемдер, анде, кто там, кем анде, тоже кто там. Так, ну, так, время уже заканчивается. Че, sorular çok fazla tangde toğuz şasta evde toğaz şabas, ну и где готов по модификатору. Предстоя. Чем тогда мин прингород тутос чем тоğaz şabas tangde tangda geçiren тогда че анам жухтер паза тоğaz ханжем. Görüşürüz. Анам жоқтар. Доктор.